Здравствуйте, одиннадцатиклассники! Мы продолжаем с вами изучение раздела «Показатели развития общества, экология, биоресурсы». Тема сегодняшнего нашего урока – «Когда наш народ будет жить и будет ли он жить?». Цель урока – представить информацию в виде сплошного текста, сравнивая данные таблиц, схем, картинок, объединенных одной темой или проблемой, соблюдать орфографические нормы, использовать прилагательные и страдательные причастия в краткой форме. Ребята, дома вы прочитали произведение Ролана Сисимбаева «День, когда рухнул мир». Какие общественные проблемы подняты в рассказе? Как вы считаете, удалось ли писателю оказать воздействие на осознание читателями мыслей, что эксперименты, проводимые на Земле, пагубны? Да, ребята, писатель поднимает в данном произведении проблему о последствиях деятельности ядерного полигона на казахстанцев. Казахская интеллигенция не осталась в стороне от ядерной катастрофы. В 1989 году известным поэтом и общественным деятелем Улжасом Сулейменовым было создано антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», которое объединило в своих рядах борцов за ликвидацию подобных полигонов по всему миру. Результатом деятельности движения стало закрытие Семипалатинского полигона. Рассмотрите картинки. Что объединяет эти картинки? Представьте информацию в виде сплошного текста и запишите его. Ребята, давайте вспомним, чем отличаются сплошные от несплошных текстов. Ребята, предлагаем вашему вниманию свой вариант текста. Загрязнена радиоактивными веществами территория. Высока смертность у жителей этого региона. Ярко выраженные патологические симптомы у новорожденных и умственная отсталость у детей. Ужасные и необратимые последствия ядерных испытаний. Обратите внимание, чем выражены сказуемые в данном предложении. Прилагательное и страдательное причастие в краткой форме входят в грамматические основы простых предложений в составе сложной синтаксической конструкции. На страницах произведения представлены две точки зрения по поводу испытания водородной бомбы. Ознакомьтесь с противоположными позициями по этому вопросу, переданными устами деда и полковника. Внимательно прочитайте мысли героев. Чьи слова для вас наиболее убедительны? Почему? Ответ аргументируйте. Заполните кластер, выпишите ключевые слова идейного содержания произведения. Идеи, высказанные дедом. А ты знаешь, казенный человек, что вытерпел этот народ? Нет, ты не знаешь этого. Ты не знаешь, что наша земля – это земля великих и святых людей. Веками мы жили в этой степи, мирно кочуя и никого не обижая. Здесь наш Джайляу, здесь родился наш Абай. Потом он стал неугоден властям, и за одно только упоминание его имени нас ссылали на Иджикен, Сибирь. Потом расстреляли Шакарима, нашего великого поэта и философа, с которым дружил ваш Лев Толстой. И опять, стоило казаху заикнуться о Шакариме, как он тут же оказывался в Сибири. Лучшие люди в ссылке умирали. Вот ты из Семипалатинска приехал. Так вся наша степь от аула до Семипалатинска была человеческими трупами покрыта. Голод. Ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, скольких он выкосил, а потом война. Скольких и она унесла. Тут каждый второй джигит на чужой стороне пал.
А посмотри, что едят колхозники, что они на трудодень получают. Да мы не живем, а существуем. Многие не то что вкус мяса, вкус хлеба забыли. За каждого колхозного барана головой можно поплатиться. Так скажи, казенный человек, когда наш народ будет жить? И будет ли он жить? Ты ведь нас на смерть гонишь. Разве не так? А вот идеи полковника, представляющего интересы государства. Я понимаю вас, отец. Мы все настрадались. Настрадались, как ни один народ в мире. Мы потеряли отца народов, Сталина, под руководством которого мы победили фашистов. А сейчас нам грозит новая опасность. Разве вы не знаете, что американцы уже сбросили атомные бомбы на Японию? Теперь они и нам с вами угрожают, поэтому мы должны защищаться. Мы не хотим ни на кого нападать, но мы должны быть начеку. Разве я не прав? Да, мы проводим испытания, но приняты все меры, чтобы обезопасить местное население. Вот почему мы и предложили вам покинуть аул. А утверждать, будто мы гоним вас на смерть, несправедливо. Мера вынужденная. Мы хотим спасти страну от американского нашествия. А теперь, ребята, давайте проверим наш кластер. Ключевые слова. Дед. Земля святых и великих людей. Здесь наши Джайляу, голод и лишение народа в 30-е годы, Великая Отечественная война. Каждый второй джигит погиб на войне. Скудные трудодни и низкий уровень жизни колхозников. Проверим кластер. Слова полковника. Ключевые слова полковника. Мы потеряли отца народов Сталина. Нам угрожают американцы. Мы хотим быть начеку. Мы предложили вам покинуть аул. Предлагаем вашему вниманию сплошной текст, составленный на основе кластера. Аксакал выражает мнение народа, который испокон веков жил на этой земле, богатой традициями, славными людьми и горькой историей. Он утверждает, что казахи стойко вынесли несправедливость и тяготы и имеют право жить на своей земле. В годы Великой Отечественной войны народ не остался в стороне и внес свою лепту в великую победу. Дед мечтает о мирной и безопасной, сытной жизни для своего народа. Ядерные испытания обрекают на смерть мирных людей, на долю которых выпало немало горя. Он сокрушается, что нет конца страданиям народа. Когда наш народ будет жить? И будет ли он жить? Ребята, а вот как бы звучал сплошной текст, основанный на кластере ключевых слов речи полковника. Полковник представляет собой интересы государства. Он верен политическому курсу Сталина. Как военный человек понимает и знает о страданиях народа в Великой Отечественной войне, но, будучи казенным человеком, исполняет приказы свыше. Он хочет пояснить деду, что ядерные испытания – превентивные меры безопасности страны. Думая о масштабных, далеко идущих государственных планах, он поступается интересами народа данного региона. Его не волнует привязанность людей к родным местам и их патриотические чувства, считая, что переезд в более безопасное место должно восприниматься всеми людьми как должное, без упреков и сетований. Для обратной связи, ребята, мы предлагаем заполнить таблицу. Вы пишите несколько тем в разделе «Тематика». Подтвердите цитатами, реализация в образах и действиях во второй графе. И третье, сделайте идейные выводы, основные мысли данной темы. Предлагаем
образец выполнения данной работы. Ребята, задание для самостоятельной работы. Повторить морфологические признаки наречий и заполнить вышеназванную таблицу своими примерами.